13 студентов юридического факультета подготовили доклады для научно-практической конференции. Согласно установленному регламенту, на каждое выступление отводилось от 5 до 7 минут. Ребята затрагивают очень важные, актуальные темы. И, наверное, нужно отметить, что при рассмотрении таких вопросов и выступлений на конференциях мы можем формировать те или иные мнения по поводу различных сфер нашей жизни и можем предлагать какие-то определенные идеи и предложения, которые могут быть услышаны благодаря нашим преподавателям и студентам, благодаря тем исследованиям, которые они сделали. В связи с этим хотелось бы, наверное, пожелать ребятам удачи и чтобы, конечно же, они занимались научными исследованиями, чтобы в дальнейшем это и поощрялось, и для развития, в принципе, законодательной базы, в которой есть пробелы, чтобы наши ребята могли в дальнейшем восполнять такие пробелы, конечно, с помощью наших преподавателей. Доклады звучали не только на русском, но и на абхазском языке. Конференция вызвала живой интерес в студенческой среде. Многие ребята изъявили желание представить свои исследования. Подготовка проходила под руководством опытных наставников, преподавателей и заведующих кафедрами, которые выступили научными руководителями проектов. По словам студентов, они выбирали темы, исходя из актуальных проблем современного законодательства. Другие обращались к глубоким истокам истории и культуры. Во время предмета уголовного права мой преподаватель Хакбой Фремгаревич сказал о том, что будет проведена такая конференция. В прошлом году мы в ней участвовали в качестве зрителей. Возник интерес, и после его предложения я подумала, почему бы и нет, хочется иметь такой опыт, и согласилась. Тема моя была посвящена анализу категоризации преступления именно в постсоветских странах, ведь некогда они имели общую основу, а теперь уже встали на путь своего национального развития уголовного законодательства. И выводом у меня было то, что несмотря на четырехзвенчатую категоризацию преступлений в этих странах, существуют различия в их наполнении, и эти различия в дальнейшем, если продолжить исследования, могут быть и внедрены в нашу категоризацию преступлений. После каждого выступления были вопросы, где студенты демонстрировали глубокое владение материалом и умение аргументированно отстаивать свою точку зрения. Милана Агарба, Заур Лиев, Абхазское телевидение.